Мы находимся в Якутской городской территориальной избирательной комиссии. Сейчас идет подсчет, сдача протоколов. И с нами вместе председатель Якутской городской территориальной избирательной комиссии Алла Самойлова. Алла, не подскажете, вот сейчас более-менее что происходит? И, ну, может, покажете предварительные какие-то там вещи, которые уже известны? Да, здесь в малом зале окружной администрации у нас осуществляется приемка протоколов об итогах голосования участковых комиссий. Пока, конечно, итоги голосования по городу мы не подводим, потому что сдалась всего, где-то, может быть, 1/4 часть комиссии. Вот. Ну, участковые комиссии, когда сюда подъезжают, они вносят сведения из своих протоколов в увеличенную форму. Здесь вправе присутствовать кандидаты, представители политических партий, наблюдатели. Вот. У нас долгое время здесь были кандидаты, сейчас сюда вышли. Вот, члены комиссии с правом решающего голоса нашей комиссии осуществляют приемку избирательной документации. Ну и протоколы, они вводятся в систему ГАЗ-выборы, обрабатываются. Ну и там уже как бы в автоматизированном режиме производится подсчет голосов каждой участковой, который привезла в своем протоколе. Ну, явка избирателей в этом году была достаточно высокая, несмотря на резкое похолодание, непогоду. Вот избиратели дошли до своих избирательных участков и проголосовали. Там много по отношению к другим годам, если брать. Ну, это средняя явка, я бы не сказала, что сильно много, но процентов на 5 примерно больше явка, выше, чем в иные годы. Вот что изменилось в протоколах? Если ничего, то покажите, как это заполняется на каком-нибудь участке. Ну, здесь вот мы видим сводную таблицу территориальной избирательной комиссии на 126 участков. Они здесь есть все. Каждая комиссия подъезжает и вводит данные из своего протокола. Наверху у нас одномандатный избирательный округ, Якутский, номер 24, а внизу партийные списки. А можно подойти вот по мандатному округу? Вы можете сами подойти, посмотреть. Ага. И внизу, вот, значит, сюда вносится, это избирательный... Да, здесь вводятся данные протокола, число избирателей, включенных в список, количество бюллетеней, которые они получили, что они выдали избирателям на участке и вне помещения, что они обнаружили, участковая комиссия, в переносных ящиках и в стационарных. Ну и дальше идут уже разбивка по голосам. И потом кандидаты... Конечно, сложность работы участковой комиссии в условиях пандемии, она очевидна. Во-первых, работа в течение 3 дней по 12 часов, это достаточно даже физически сложно. Потом пятница, рабочий день. У нас всем пришлось брать отпуска за свой счет членам комиссии для того, чтобы выполнить свою общественную работу, с 8 до 8 работать. Тем более понятно, что участок он 8 для избирателей открывается, а сами участковые комиссии, они же начинают свою работу намного раньше. Тестирование КАИБов происходит, подготовка участка. Вот. И достаточно утомительно работать, потому что ты все время находишься в напряжении, поступают разные обращения граждан. Очень много более 4000 мы обслужили на дому избирателей, потому что некоторый страх перед пандемией все равно у людей присутствует. Многие на самоизоляции находились. Вот. И в этом году очень так популярна среди горожан была такая функция, которая новая у нас появилась, новая возможность. Это мобильный избиратель, то есть возможность подачи заявления по месту нахождения. То есть если избиратель у нас проживает в одной части города, работает, например, в другой, и он прикрепился с избирательным участком, который ближе к городу. Поэтому у нас очень много избирателей проголосовало именно в пятницу, в субботу лил дождь, и потом сегодня воскресенье. Достаточно высокая явка была, несмотря на такой ветер. Но мы этому рады, потому что каждый смог выразить свое волеизъявление. И я думаю, что к утру мы узнаем, какова воля была горожан. А сколько примерно тогда получается на этих выборах сотрудников городской избирательной комиссии? У нас 14 человек с правом решающего голоса. У нас еще есть вообще работало вообще сколько народу? В целом в городе? Ага. В городе много. 1465 человек у нас составов участковых комиссий. И нас 14 человек, плюс 2 системных администратора. Так что достаточно много у нас работало и обеспечивало. Но нельзя говорить, что только территориальная избирательная комиссия участковые. Очень много
подразделения окружной администрации и вообще других предприятий, которые участвуют в обеспечении, например, Роспотребнадзор, обеспечение безопасности, да, потом дороги, свет, тепло, это же все тоже обеспечивалось для удобства горожан, для функционирования наших комиссий, потому что у нас сегодня, например, на 3 участках, и включая Жатай, у нас исчезал свет, вот, и достаточно быстро были восстановлены все эти энергоснабжения, и участковая комиссия работала в штатном режиме. А новые участки появились? И вот Появился как, один участок у нас. И насколько сработали, вот была жалоба, то ли в больницу не приехали, что-то Нет, такое. у нас новый участок появился в микрорайоне Сатал. Мы считаем, что это удобно очень для избирателей, потому что это такой, скажем, отдельно стоящий микрорайон, да, и, конечно, ездить голосовать в Марку, к которым, ну, в Марке они были прикреплены территориально, это было неудобно. Поэтому сейчас протокол привезут, мы узнаем, сколько там приняло участие в голосовании, но мне кажется, что достаточно активно там проголосовали. Ну, жалобы всегда бывают, но нет такого медицинского учреждения на территории города, в котором бы не приехали, не проголосовали. Каждое медицинское учреждение, каждый санаторий, он закреплен за определенной участковой избирательной комиссией, которая туда выезжала и обеспечивала голосование людей. Из вашего опыта, насколько вы оцениваете все время, сейчас же молодые пришли работать в избирательные комиссии, насколько вы оцениваете их работу? Опыта действительно не хватает им, это точно. Ну, мы рады тому, что в состав участковых избирательных комиссий появляются молодые люди, которым интересна такая интересная тема. Потом все-таки жизнь не стоит на месте, цифровизация повсеместная, в том числе и у нас в избирательной системе. У нас появилось, во-первых, кодирование QR-кодом протоколов об итогах голосования, вот комплекс обработки избирательных бюллетеней. Скоро у нас появятся цифровые участки, которые позволят принять участие в голосовании на всех уровнях. То есть, если даже здесь якутянин, вернее, москвич находится в Якутске, придя на такой цифровой участок, он сможет проголосовать, ну, например, за мэра Москвы, условно говоря. Потом у нас появился такой новый ресурс, как интерактивный рабочий блокнот участковой комиссии. Вот, и поэтому, ну вот сейчас видеонаблюдение, операторы видеонаблюдения тоже должны были обладать определенными знаниями. Поэтому мы очень рады, что приходит молодежь, она как раз вот обеспечивает такую техническую составляющую нашей работы. Спасибо огромное за ваше интервью. А я немножко, наверное, веду в курс дела по поводу уже партии. Это внизу, да? Да. Вы можете взять интервью у наших председателей, здесь очень много председателей. Вот. А вы мне пригласите кого-нибудь? Вот, пожалуйста, вот у нас старейший председатель здесь присутствует, его зампромгруппы. А он не слышит? Да. А вы, здравствуйте. А вы давно уже работаете, да, председатель? 28-й сезон вот сейчас. Это на каком участке, в каком районе? Это в районе Гресса, в Якутске, на 752-м, 64-м по нашему участку. Ну и как избиратель изменился и стало больше ходить на выборы или меньше? Как-то думать по-другому стали, а все-таки маловато ходят. Желательно бы, конечно, чтобы принимали участие в жизни. И с вашего опыта все выборы, они разные, да? Все разные. Все разные. И чем отличаются данные выборы? Ну, от чего? От тех старых. Ну, Вот для меня это, в принципе, сейчас я... одинаково. Нет, вот в эти выборы как-то чувствуется, что избиратель заинтересован в выборе вот сейчас именно, какая партия придет. Именно заинтересован. Не просто пришел, отдал долг. Интересуется, кто придет, какая власть будет. И избиратель изменился по возрастному, так скажем, или все-таки это больше? С 18 лет, как обычно, все. Не, на вашем участке кто больше голосует? Пенсионеры? А у нас там есть техникум, бывший ПТУ-16. Там студенты, они же с районов, везде и прописываются у нас в общежитии. Да. И вот в основном они. А местный у нас участок самый большой в Якутске, да, по территории, а по населяемости там Пристанская, там Мархинка, Усть-Мархинка, там 2-3 человека живут всего. Ну, А вот в основном... населенная большая. Маленькая. А как вас зовут, чтобы я представил зрителям? Леонид Борисович Тирский, председатель комиссии. И на сегодняшний день как у вас прошло? Все ровно или все-таки замечания были?
все прошло ровно, кроме, вот существуют некоторые избиратели, да, а тут у них они на каждый выбор, 28 сезонов там, да, лет, и одни и те же приходят с одними и те же претензии. Вот не включили его в список, и вот и давай. Ну в чем дело-то, мы включим дополнительные? Нет, им надо вот уважение, чтобы были в списках. Ну, в общем-то, это правильно. Ну, в принципе, избиратель изменился, я правильно понял? Да, ну, В лучшую сторону, по-вашему? требовательнее. Это, наверное, лучше. Спасибо. Вот избирательная комиссия, мы сейчас посмотрим. Ну, это предварительные данные просто по результатам на партии. Вот смотрите, это участок и смотрим, да, здесь номер участков, количество избирателей 800. И по голосам пока на одном участке я вижу, вот это 800 избирателей лидирует Единая Россия. Вот здесь количество избирательных участков больше. Вот, смотрим. Внизу у нас число избирателей, там различные категории бюллетеней, там проголосовавших. И смотрим. Первая строчка у нас Единая Россия и ну, по числу голосовавших здесь Яблоко, Справедливая Россия и так далее. Сказать я не могу, но подсчет голосов ведется. В принципе, судя по, если смотреть, коммунистическая партия, вот она. Здесь достаточно интересное голосование. И определить, я так понимаю, пока еще достаточно сложно. Но если смотреть вот по этим участкам, пока по количеству я вижу, что лидирует Единая Россия. И за ней идет уже партия Яблоко, да, получается? Нет. Единая Россия. Коммунистическая партия вверху, тоже очень много голосов. Вот смотрим. Так. Идет заполнение. Ну, давайте для вас еще пару участков. Вот количество избирателей. Количество избирателей и смотрим голосование. Первая строка у нас идет коммунистическая партия, КПРФ. Ну и я, наверное, скажу сразу, что так, Единая Россия, это 190, 300, 222. Ну, я примерно вам показал, что вровень с коммунистической партией. Ну, я выделил только лидирующие моменты. Остальное будет ясно, я думаю, в 3 часа. После 3 часов ночи. С вами был Олег Желунин. Ну, думаю, все вы узнаете сегодня утром уже. Спасибо за внимание.